Любовь все живет в моем сердце больном. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа «Испытана на себе». Давайте скажем честно друг другу, все мы любим петь, даже если стесняемся делать это на большой сцене. Мы предпочитаем это делать кто-то в душе, кто-то на кухне, а кто-то в компании очень близких друзей. Но без сомнения, каждый человек из нас в лучшие моменты своей жизни поет, потому что есть такое выражение, что поет душа, а душа у нас любит все хорошее музыкальное. Но что делать тем, кто никогда в своей жизни не выходил на большую сцену и хочет это перебороть, хочет это испытать? Для этого нужно смотреть нашу программу. Сегодня будет испытание, скорее всего, даже не меня, а, наверное, я бы даже сказала, будет испытание мной. Мы с вами находимся в одном из ночных клубов нашего города, где проходит замечательное мероприятие, где любители, вокалисты совместно с профессионалами выйдут на большую сцену. Это будет отличаться от караоке тем, что они будут исполнять свои любимые песни, свои самые популярные хиты под аккомпанемент самой настоящей группы. Будьте с нами сегодня в течение всей программы, и вы узнаете, что же я спою и как у меня это получится. Ну и, конечно же, мы посмотрим на других людей, которые перебороли в себе страх большой сцены, вышли на нее и порадовали наших дорогих телезрителей. Испытано на себе. До самого концерта осталось буквально 5 часов. Сейчас вы можете видеть, как пришли музыканты. Каждый играет на своем инструменте. Вы можете видеть, какое здесь абсолютное разнообразие. Кроме того, что есть здесь барабаны, есть ударные, есть клавишные. В моей песне, заранее вам анонсирую, будет даже немножко саксофона. Но это мы увидим чуть позже. Каждый занимается своей работой, так как данный ночной клуб не предназначен для живых каких-то концертов и выступления групп под живую музыку. Соответственно, заранее, за несколько часов все собираются и репетируют. Во-первых, отстраивают звук для того, чтобы каждый из зрителей, который будет сидеть в зале, чтобы он услышал действительно талант музыканта, талант исполнителя. Ну, а более подробно я предлагаю сейчас вам с организаторами. Пойдем, поговорим и обо всем узнаем, на что же мы с вами все-таки подписались. Это все-таки вокальный конкурс или же это просто встреча людей, которые любят петь. Испытано на себе. Ну что, друзья, давайте все-таки узнаем, на что же мы вписались. Ярослава, что это? Это конкурс или это встреча любителей вокала? Это такой музыкальный вечер, на котором люди, профессионалы, непрофессионалы, любители музыки, абсолютно разные люди из музыкальных структур или вообще не из музыки, из других миров встречаются вместе, чтобы сыграть и спеть вместе самые любимые композиции, абсолютно импровизируя в этот момент, потому что конкретных репетиций постоянных не существует. Только лишь музыканты собираются вместе, чтобы сыграть какие-то композиции вместе, чтобы сыграться, чтобы понять, что это все происходит, но это тоже буквально... По утвержденной программе, да, которая по утвержденной будет. программе. Грубо говоря, мы только лишь договариваемся о том, что мы будем исполнять, и исполняем это. Вот все. Вот мероприятие подобного масштаба для нашего города – это уже постоянная какая-то практика, и об этом знают только посвященные люди? Или же это первый опыт, который в дальнейшем перерастет во что-то большее? Это уже третий джем-сейшн, но мы, конечно, надеемся его очень сильно расширять. Формат такого якутского джем-сейшна, он очень сильно отличается от европейских его прародителей, грубо говоря, да, потому что, как правило, для джем-сейшна выбирается какое-то небольшое, очень людное место, в котором маленькая сцена, пространство, в котором просто музыканты приходят и в любой момент могут выйти на сцену и сыграть что-то вместе или спеть. То есть это хорошее подспорье для каких-то начинающих исполнителей? Именно для этого, да, в первую очередь. У нас очень много учатся людей в музыкальных колледжах, педагогических, которые в итоге потом не имеют практики работы на сцене, просто потому что либо выбирают совершенно другое направление в итоге работы, либо потому что команд ограниченное количество и, возможно, 50-60 команд нашему городу и не нужны. А тут у них есть реальный шанс попробовать себя и понять, действительно это их или нет, работать на сцене. Потому что быть музыкантом – это одно, а действительно выходить на сцену и получать от этого удовольствие, наверное, не каждый человек может и хочет. То есть это что-то подобие открытого микрофона? Открытый микрофон здесь существует как раз-таки для любителей, для тех людей, которые любят караоке, для тех, кто любит
никогда бы, наверное, если бы не этот проект, не смог исполнить любимую композицию вживую с настоящей группой музыкантов. А вот, ну так как это уже третий этап, вот расскажите про первые два опыта. Переросло ли у кого-то из любителей это во что-то большее? Те же самые профессионалы встретили любителей и поняли, что именно этого человека им не хватало там в их группе, в их составе, или, может быть, предложили какой-то совместный проект? Как правило, по опыту очень много людей из-за этого проекта заинтересовываются вообще в принципе уроками вокала. Потому что вокал — это все равно одно из самых популярных направлений в культуре вообще и в искусстве, я думаю, на данный момент, потому что это ближе к людям, потому что это понятнее людям. И, как правило, становится гораздо больше желающих профессионально ходить на уроки и получать какие-то знания. Не просто петь в караоке для себя, это делая, а именно получать знания от педагога. В этом да. А на данный момент я не уверена, есть ли какие-то договоренности между участниками. Вполне возможно. Очень много талантливых ребят мы видим на сцене, особенно из любителей, потому что артистов мы уже привыкли видеть такими, какие они есть, мы уже именно любовались, а Даже люди подустали от них. ну, такое тоже возможно, наверное. Ну, а любители — это просто потрясающе. Они такие бывают иногда интересные. И вот в пример приведу одну девушку на прошлом джеме. Она просто сыграла мне песню под гитару, ребята просто написали гармонию, и ничего не происходило дальше. А на сцене родилась настоящая рокерская вещь, очень потрясающая, крутая, мощная, и это то, что мы даже не планировали. То есть все, что здесь происходит, просто рождается само. Мы постоянно говорим о том, что оно рождается здесь и сейчас, но это так и есть, так и происходит. Вот что-то из этого проекта мне напомнило зарождение клуба «Там-там». Такой клуб был открыт в Санкт-Петербурге, на данный момент он закрыт. И это был клуб такой для любителей рок-музыки, панка. И туда как раз-таки и была возможность, входящие все профессионалы, любители, в основном любители. Они выходили на сцену, они показывали свои работы, они свою аудиторию какую-то набирали как раз-таки из клуба «Там-там», и появилась наша легендарная группа «Король и Шут». Вот мне это очень сильно напомнило, и что я хотела бы еще спросить. Одно дело перебороть страх сцены. Как говорится, страх провала — это еще и лучшая мотивация. Но это все-таки конкурс, или же это люди, единомышленники, как вот люди, сидящие в зале, воспринимают человека со сцены? Это точно не конкурс. Наверное, только конкурс внутри самого себя, потому что это конкретное испытание себя внутри. Ты никогда не знаешь, чем начнется джем и как он закончится, как он начнется и как он закончится. И никогда точно не уверен в том, какой будет результат. Возможно, музыканты не сыграют, ну, с такими мыслями, думаю, люди многие выходят на сцену. Или человек думает, что он не справится с той композицией, которую выбрал. И здесь он просто перебарывает себя и делает так, как получается, как выходит. А вообще поддерживают участники друг друга? Очень сильно поддерживают, это прям видно. Они общаются. Во-первых, они у нас рядом всегда находятся. Узнают внутрики каких-то музыкальных моментов, сценических моментов. Например, что очень важно работать с хорошим монитором ушным. И что это на сцене не просто так существует, что оно нужно для того, чтобы хорошо себя слышать, чтобы слышать весь баланс. Люди в нашем городе не очень к этому привыкли пока. Мы очень По сильно своему опыту воспитываем. скажу, у нас даже нету достойного караоке-зала, где вот можно прийти и прям, чтобы полилась прям песня, душа запела. Чаще всего мы приходим, вот, есть микрофон, есть стандартный набор песен, там рюмка водки на столе, потому что у нас Ваенгу чаще всего поют, «Шальную императрицу», там, разбежавшись, прыгнуть со скалы. То есть у нас вот базовый такой набор, и все, кто как может. У нас как принято это вот, раньше было популярно приобретать установку караоке домой. Чем громче ты кричишь, тем больше тебе дают баллов. Наверное, у простых людей так оно и работает. Для того, чтобы понять какие-то тонкости вокализации или тонкости каких-то музыкальных моментов, нужно понимать что-то в этом. А люди, которые поют душой, ну им оно и не нужно.
нужно. Зачем? У нас достаточно много, на самом деле, залов и много хороших звукачей в залах тоже. Наверное, как человек, который все равно, так или иначе, я имею отношение к караоке, могу сказать точно, что есть звукачи, которые достойны внимания. Скажите мне, в чьи смены, куда, в какие караоке Обязательно. сходить? Обязательно. У меня есть негативный только опыт. Больше мы не пробовали. И я думаю, нашим телезрителям нужно как бы рассказать, объяснить то, что меня немножко пугает. Вот сам формат всего это проведения этого конкурса в плане того, что вот сейчас нам просто посчастливилось быть на настройке музыкантами, отстройке звука, но при этом у нас нет возможности даже порепетировать. Мы для Вот того, чтобы именно- услышать этот звук, мы, конечно, можем выйти на сцену, но это не значит, что мы будем прогонять произведение несколько раз. Мы просто можем услышать какой-то отрывок, услышать себя, чтобы потом не испугаться. Вот и все. То, что мы делаем сейчас здесь, это необходимо для того, чтобы звук в этом зале был качественный. Мы специально вкладываемся очень сильно и средствами, и силами своими в тот момент, чтобы наш зал был технически полностью оснащен для такого мероприятия. Это редкость, как правило, это большие концерты, это мероприятие не такого масштаба, но мы очень сильно хотим, чтобы музыканты и любители музыки знали, что такое качественный звук. Именно поэтому мы делаем отстройку, она нам просто необходима. Нет, что касается участников, они впервые встретятся уже во время джема. Да, как правило, да. Я как раз об этом хотела сказать. То есть, потому что для меня это тоже будет первый опыт, когда я прям выхожу с группой под живой Да. звук. Вот. И В этом и репетировать прелесть. я не буду. В общем, увидите, испытаем. Я же говорю, это испытание не меня, это испытание вас. Что из этого получится? Ну, давайте посмотрим хотя бы на репетицию музыкантов. Испытано на себе. Я плохо слышу и плохо управляю голосом из-за этого. Да. В каком конкретно такте? Нормально. Нет, нормально. Просто я слышу, что ты себя не слышишь. Ну и пока мы находимся в закулисье, так сказать, у нас есть возможность поговорить с участницами. Это Зоя и Саргалана. Причем Зоя вокалистка, то есть она будет петь, а Саргалана будет бэк-вокалом. Ну давайте, девчонки, рассказывайте. Зоя, какой это опыт для вас? Какой вы имеете, я не знаю, может быть, базу, навык, или вы также любитель? Мы профессиональные вокалистки, поэтому для нас это просто классная возможность спеть то, что прям хочется, то, что, допустим, в обычной жизни мы спеть не можем по каким-то определенным причинам, допустим, там, По каким? с музыкантами, с живыми. Это, во-первых. Во-вторых, такой репертуар, который мы выбираем, он не особо популярен среди слушателей. Какой? А, Что вы будете сегодня нашим телезрителям, что вы покажете? У нас песня Майкла Джексона «Baby Be Mine». Она не очень популярная, но нам она очень нравится, и думаю, надеюсь, что понравится слушателям. Ну, кроме того, что одно дело выступать на сцене
лично много еще зависит, друзья. Вы, наверное, сами можете видеть любые живые концерты от бэк-вокалистов. Зависит все. Бывают такие моменты, когда сам по себе певец немножечко проседает, но бэк-вокал у него просто заслужишься. Вот, Саргалана, теперь к вам, как бэк-вокалистке, у вас тоже одна из важнейших задач в вашем дуэте. Хотя вроде бы как бы считается, что вы на вторых ролях находитесь. Вот поделитесь опытом, переживаниями, может быть, да и вообще расскажите, с чего все началось и почему вы поете. Ну, я сама работаю в хоре филармонии Якутии, и поем мы классику, поем мы в хоре или вот соло с хором. И получается у нас совсем другая стезя, совсем другое направление. И в джазе я в первый раз в своей жизни, и получилось это очень спонтанно, потому что Зоя мой близкий друг, и вот я узнала, что она собирается петь Майкла Джексона «Baby Be Mine», и там же есть бэк-вокал. И Зоя мне предложила, говорит, может, споешь? А я говорю, почему нет? Потому что это интересно, это классно, и с Зоей вместе я ничего не боюсь. Поэтому, надеюсь, сегодня будет очень круто, и для меня это будет интересный опыт, и вообще раскрыть свою душу, как-то по-другому задвигаться и телом, и душой, потому что мы же музыканты классики, и для нас это вообще, для меня это какое-то новое открытие. Как раз я хотела подчеркнуть данный момент. Классическое филармоническое исполнительство, академическое пение и джаз, эстрада, ну и вообще как... то есть это абсолютно разные виды жанров. И, все равно бывает такое, что даже... возьмем того же самого Николая Баскова, все мы его знаем. Бывший оперный певец, который ушел в эстраду. Нет-нет, да проскакивает у него опера. Вот как у вас это в джазе? У вас не переходите вы там на колоратурное сопрано или еще что-нибудь? Ну вот с легкой руки Зои, она со мной позанималась, так что, надеюсь, все будет в стиле. Здорово. Ну, девочки, увидимся с вами, и наши телезрители тоже увидят. То есть, как вы можете понимать, тут энтузиасты, но при этом, которые зажигают душой и своим голосом, и делятся эмоциями через песню. То есть осталось буквально считанные часы, и мы все это с вами и услышим, и увидим, и попробуем, и испытаем. Испытано на себе. So close before I could just reach it, I can take a bite of the sea. He's talking about some stupid sneakers here, all you sit on together with the naked. Ain't no need on it to fake it. Сейчас и слышно? Что? Сильный снег, мокрый снег. Испытано на себе. Ну что, друзья, вот он сегодняшний мой образ на наше выступление. Волнуюсь ли я? Да меня трясет все просто, как не знаю кого, как будто бы это действительно мой первый выход на сцену. Что из этого получится, мы увидим в рамках нашей программы. В общем, друзья, не судите строго, но я, в свою очередь, постараюсь петь от всей своей души для каждого нашего телезрителя. Добрый вечер, Хиллз! Добрый вечер! Добрый вечер, любители прекрасного, ценители качественной, красивой музыки и невероятной атмосферы. Сегодня на этой сцене с
И сегодня для вас мы уже в третий раз собрали самый сок нашего города. Профессиональные музыканты, артисты якутской эстрады, филармонии Якутии, актеры русского драматического театра и, конечно же, наши талантливые ребята из рубрики «Открытый микрофон» сегодня здесь для вас. И, конечно же, все они уже изнемогают от желания порадовать вас своим талантом и умением делать настоящее вкусное музло. Ну, а командовать всем этим парадом, конечно же, будем мы, красивые, очаровательные и просто неподражаемые музыкальные ведущие. Ярослава Марей! Спасибо! Ну что, те, кто уже бывал на наших концертах, наверное, немного стали понимать его тематику и цели. Ну а для наших новичков я обязательно сейчас все повторю. Итак, Jam Session – это концерт, на котором возможно все. И, конечно, как всегда, мы со стопроцентной уверенностью не знаем, что будет сегодня здесь происходить, но опять-таки мы 100% уверены, что будет все очень круто! Мы согласны! Начинаем! Time after time, so long. It was all in our book, but I still got the blues for Алексей Солдатов и дуэт Liberty! Просто неподражаемо. Ну что, на смену Лёши приглашаю на эту сцену нашу участницу в категории «Открытый микрофон». myself.
обратились ко мне специально для вас с признанием в огромной любви к вам от вашего мужа, от Кирилла. Специально для вас Интересная песня. Это песня Майкла Джексона. Мы, если честно, очень волнуемся. Песня немножко сложная, поэтому, если что, вы нас простите, пожалуйста. Мы будем очень стараться. When I'm by your side, every moment takes me to paradise. Darling, let me hold you. When you're in my arms and melt your fears away. Show you all the magic that I perfect love can make. I need you to take so and only I give you all I got to give. So baby, my all the time, and we can share this ecstasy as long as we believe in love. Everything is more good. The reason that I need my life. I want to eat my mind. Really want to eat my mind. Baby, tell me that you love me, baby, say you think you know me, baby, tell me how this should be, baby, every time it's alright. Вот старались. Существует телепроект на НВК, который называется «Испытано на себе». Кто-нибудь слышал об этом? Это очень круто. Ну, согласитесь, наше мероприятие достойно того, чтобы проверить, что здесь происходит, как оно происходит и как это круто все звучит. Сегодня я хочу, чтобы вы приветствовали бурными аплодисментами Полину Долинскую, ведущую этой передачи, которая на себе сейчас испытает, каково же петь на нашем джеме. Добрый вечер всем, друзья. Очень удобно, знаете, сидеть в студии и говорить в экран написанный текст. Это прям очень комфортно. Выходить на сцену — это стресс 3000, это будет испытание силы воли ваших ушей, ну и, конечно же, моего вокала. Давайте попробуем. Давайте еще раз поддержим бурными аплодисментами.
Ну что ж, дорогие друзья, далее на нашей сцене под ваши бурные аплодисменты встречайте Светлана Парфенова! Между прочим, эта участница Испытано на себе. С некоторыми участниками мы уже пообщались. Самое время обратиться к зрителям. Как они воспринимают вот это все, за кого пришли поболеть, либо они просто пришли насладиться музыкой. Девочки, здравствуйте. Я хочу вам представить, это Светлана и Елена. Девчонки, рассказывайте, вы здесь как зрители или как группа поддержки? Мы, как зрители и группа поддержки в одном лице, мы пришли поддержать подругу. Да, она выступает на открытом джеме, будет петь классную песню. Мы будем болеть, брать автограф. Что вы вообще думаете о мероприятиях подобного формата, когда, ну, согласитесь, каждый из нас поет. Кто-то завтрак готовит, кто-то душ принимает, но каждый что-то себе бормочет под нос. А тут такая возможность выйти из зоны комфорта, да еще и перед публикой. И еще сразу, прям с такой подготовкой отличной, прям целый джаз-бенд сидит. Ну, это круто. Это шанс проявиться, потому что вот на примере нашей подружки, она все время хотела петь. Вот мы покоряем все караоке города, она очень классно поет, но о сцене она тоже мечтала, это отличный шанс. И мы вот ей, когда сказали, она сразу же, не раздумывая, подала заявку. И вот сегодня исполнится маленькая мечта. А это ведь как бы действительно огромный шанс двигаться вперед и верить в себя и в других делах тоже. Что касается вас? Мы поем тоже. Да, почему? Возможно, мы тоже будем здесь, но мы ее как главную в нашей команде отправили первую. Как первопроходца. Все-таки да, потому что как бы, это была именно ее мечта, и мы вот ее прям сюда привели. Для человека из зала, который... У вас есть музыкальное образование? Нет. Ну, кроме музыкальной школы, вот, которая была у нас, в принципе, у каждого в рамках детстве. школы. Да, в рамках школы, каких-то уроков музыки. На ваш взгляд, что самое сложное в этот моменте? Как раз-таки перебороть страх и выйти на сцену перед людьми? Или же что-то еще? Скорее всего, перебороть страх, да? Ну, я думаю, да. Но я занималась вокалом у Дарьи Лавровой несколько месяцев. И здесь, да, то есть подготовиться ты сможешь, но страх, наверное, не поборешь никогда. Но когда выйдешь, сделаешь, там уже все. Мне кажется, все двери будут открыты. В темном свету караоке петь легче гораздо, чем под софитами. И когда весь зал пристально смотрит на тебя, это действительно шаг серьезный. И последний вопрос. Вы выходите на сцену через 5 минут. Какую песню, какую композицию вы исполните? Или, может быть, даже кому вы ее посвятите? Ну, я бы спела «Ночные снайперы». Композицию пусть будет «Романс». Испытано на себе. Ну что, друзья, мое испытание закончилось, ваше испытание тоже закончилось. Но мы с вами не прощаемся, потому что увидимся в следующих выпусках программы «Испытано на себе». А что я хочу сказать в завершение, так это не бойтесь покидать свою зону комфорта, выходите на сцену, пойте, пойте всей душой. Ведь когда человеку хорошо, он тогда поет. И когда ты понимаешь, что это такое, петь для людей на сцене, изливать свою душу с помощью песни, вот тогда и начинается самый настоящий кайф. Всем пока, друзья! До свидания! Испытано на себе.